14 ноября 1989 год. Этот день навсегда вошел в историю Ингушетии и ряда других республик Советского Союза как один из самых значимых. Именно тогда решением Верховного Совета СССР была принята декларация о признании незаконными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению. Для ингушского народа, так же как и для всех репрессированных народов, эта декларация явилась отправной точкой в процессе их политической и правовой реабилитации. Реабилитация с точки зрения права – это восстановление нарушенных прав, попранных прав, будь то человека, сообщества. 25 мая 1989 года вся страна прикована к экранам телевизоров. В Москве открылся первый съезд народных депутатов СССР. Для ингушей, как и для представителей многих других республик, этот форум, объединивший больше 1500 народных представителей, стал первой и долгожданной возможностью заявить во всеуслышание, что в отношении отдельных народов Советского Союза была допущена жестокая несправедливость. В 30-е и 40-е годы репрессиям и вынужденной ссылке подверглись больше 10 народностей, на долгие годы лишившиеся крова и человеческих условий для проживания. Этот вопрос до сих пор не был решен, и съезд, на котором решалась дальнейшая судьба всей страны, не мог обойти его стороной. Большую роль в этом процессе принадлежит и усилиям депутатов от ингушских районов Чеченной Ингушетии. В частности, выступление на первом съезде народных депутатов тогдашнего депутата Верховного Совета СССР от Чеченной Ингушетии Хамзата Фаргиева и целый ряд других выступлений в печати, выступлений с трибун общественных форумов, которые постоянно ставили вопрос о необходимости реабилитации и репрессированных народов, и необходимости реабилитации жертв политических репрессий в целом. За восстановление своих законных прав ингуши боролись с тех пор, как в 1957 году смогли вернуться на историческую родину. Но если тогда репрессированные народы указом сверху считались скорее помилованными, а не реабилитированными, то декларация, принятая через полгода после проведения съезда, явилась первым нормативно-правовым актом, имеющим реальную юридическую силу и признающим варварскими решения сталинского правительства. Данный акт, он вообще явился самым первым начинающим в этой череде, которые послужили оправданию реабилитации тех, кто был репрессирован в те годы в 1937 году, в 1944 году. Разумеется, сразу же за этим принятием этого законодательного акта не последовало восстановление в полном объеме имущественных, территориальных прав репрессированных народов или их полная реабилитация. Это событие, принятие этой декларации, имело огромную важность в том плане, что впервые на государственном уровне преступные акты в отношении целых народов были признаны преступными. Боль души целого народа в последующем поднимали и озвучивали на собраниях Верховного Совета СССР многие выходцы из ингушского народа. Учителя, механизаторы и писатели – все они становятся настоящими народными лидерами, смысл жизни которых – борьба за справедливость. Это была настоящая борьба за свои попранные права, объединившая сотни тысяч людей. И продолжалась она вплоть до 1991 года, когда, наконец, страна увидела закон о реабилитации репрессированных народов. Этот документ прямо вытекал из духа и буквы Декларации о реабилитации жертв политических репрессий. Усилия нашего народа в любом случае привели бы к восстановлению справедливости в отношении нашего народа, но насколько, например, во временном срезе, за какой промежуток времени удалось бы решить вопрос восстановления государственности, это большой вопрос. Не будь этой декларации, очевидно, не было бы и последующем принятия закона о реабилитации репрессированных народов. Не будь принятия этого закона, очевидно, не было бы и создания Ингушской республики. Не будь формирования, воссоздания ингушской государственности, разумеется, не было бы и нашего сегодняшнего дня в том виде, в каком мы его сегодня видим. А сохранить и приумножить все это, конечно же, задача нашего поколения. Ведь не дорожить тем, что с таким трудом добывали целые поколения, наши отцы, деды и прадеды, мы просто не имеем права. Хади Добрива, Тимур Карахоев, Новости 24.